Всем добрый день. Как вы догадались, речь пойдет сегодня про движение в жилых зонах на дворовых территориях и также на прилегающих территориях, потому что возникает очень много споров про движение по ним. Вот здесь у нас есть целый раздел движения в жилых зонах. Самое интересное из этого раздела, можете с ним ознакомиться самостоятельно, раздел 17.4. Требования данного раздела распространяются также на дворовой территории. То есть не обязательно наличие вот этого знака 5.21. Мы въезжаем с вами с дороги, съезжаем во двор. Есть все присутствующие для двора элементы, например, такие как парадные, то есть подъезды, есть мусорные контейнера, есть у нас детские площадки. Все, мы смело считаем, что мы находимся с вами на дворовой территории. Так вот, на этих территориях мы с вами ездим. Как на них надо двигаться, в 17 разделе говорится, но почему-то у нас при движении по дворовым территориям либо жилым зонам абсолютно игнорируют раздел 8.9 правил, где говорится, что в случаях, когда траектория движения транспортных средств пересекается, а очередность проезда не оговорена правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа. Многие водители почему-то говорят, что двигаясь по жилой зоне, либо дворовой территории, либо, кстати, на прилегающей территории, вот яркий пример того, что водитель из Кудика должен был пропустить эту Хонду, потому что у него помеха справа. Вот еще один яркий пример того, что водитель серого автомобиля Раума должен был пропустить вот эту белую Тойоту. Но этого у нас не делается, правила у нас этих не знают абсолютно, да, и получается, создаются аварийные ситуации. Но вот дети, которые имеют, по сути, преимущество, бедные, вынуждены перебегать, да. И получается у нас следующая картина у нас получается. Выходит, что у нас двигаются по жилой зоне и думают, что они находятся на главной дороге. Я хочу вас огорчить, господа и дамы, в жилой зоне нет главных дорог. В жилой зоне мы разъезжаемся по помехе справа, согласно разделу 8.9. И многие почему-то говорят, даже не прочитав этот раздел, что помеха справа у нас работает только на перекрестках. Но опять же, огорчитесь, прочитайте его, я его только что специально вам предоставил. Вот такие дела. Но давайте мы посмотрим, в чем же здесь подвох. Это, кстати, двор Петровского 23. И расскажу вам сейчас, в чем здесь подвох, как же здесь надо ездить. Сейчас мы уедем в ту сторону двора, и оттуда поедем на выезд сюда, и буду здесь уже дальше вам более подробно объяснять. Ну вот мы уехали в другой конец двора. Конечно, снимать надо было бы зимой, или весной, когда дороги, все эти ямы здесь засыпаны снегом, и все, дорога здесь очень прекрасная. Здесь, во-первых, от этих вот домов идет тень, и здесь постоянно лед, это раз. Но это не мешает водителям двигаться вот по вот этому участку дороги, по которому я двигаюсь, с достаточно большой скоростью. При этом они абсолютно почему-то не думают о том, что вот здесь из-за дома может выехать автомобиль, например, да, или из-за следующего дома, вот здесь вот он у нас может выехать. Вот здесь отсюда он может выехать. Либо со следующего проезда он у нас может выехать. Все здесь разбито до ужасного состояния, да. Вот отсюда может автомобиль выскочить там. Может он выскочить у нас отсюда. И так как мы находимся вместе с ним в жилой зоне, он для нас является, господа и дамы, помехой справа. Никаких главных дорог здесь нет. Вот надо ему обязательно уступать. Я уже молчу про вот это вот примыкание проезжей части выезда со двора улицы Петровского 23. Вот у меня помеха справа, пожалуй, я остановлюсь, я его, наверное, пропущу. Потому что он реально для меня помеха справа, мы вместе с ним находимся во дворе. Вот как надо ездить, а не нервничать и газовать. Здесь нет главной дороги. Вот знак 5.22, конец жилой зоны. Все, мы выезжаем из жилой зоны, поедем и посмотрим пример движения в дворовой территории сейчас. Выясним, как же надо двигаться по ней. Так, а вот теперь мы разберем. Здесь раньше, кстати, стоял знак жилая зона, а сейчас его не стоит. Теперь мы разберем движение в дворовой территории. Но почему дворовая? Я смело могу это заявлять. Есть у нас вон мусорные баки.
есть у нас подъезды, есть у нас здесь детские, вон там дальше мы видим площадки. Соответственно, мы сейчас с вами находимся не где-нибудь, а в дворовой территории. Значит, в дворовой территории, так же как и в жилой зоне, движение по ней регламентируется с помощью правил 8.9, когда мы с вами, двигаясь по равнозначному участку дороги, пропускаем того, кто движется, приближается к нам с правой стороны. Ну вот мы сейчас упремся вот сюда, да, здесь развернемся, не буду я прекращать видеозапись, и поедем сразу же обратно. Еще раз повторюсь, мы с вами находимся в дворовой территории. Здесь вот, здесь у нас есть палисадник, детская площадка, здесь у нас есть парадные подъезды. Все, мы поехали. Помеха справа, если будет автомобиль, пропускаем. Это не главная дорога, господа мои хорошие. Забудьте вы про это уже наконец-то. Не надо летать, как ошпаренные. Помеха справа, будет ехать автомобиль, пропускаем. Дальше едем, никого не трогаем. Да, здесь обычно едят, еще сигналят, когда выезжаешь из дворов. Едем, 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 едем. У нас главная дорога, говорят. Стоять боятся. Если будет автомобиль, будет помеха справа. Пропускаем. Это дворовая территория, господа мои. Дальше едем. Едем дальше, никого не трогаем. Продолжаем движение. Оп, стоять боятся. Что? Помеха справа. Снова пропускаем. Еще раз повторюсь, здесь и нет главных дорог. Здесь мы движемся по правилу, по разделу правил 8.9. Пропускаем тех, кто приближается нам с правой стороны. Нету в этом правиле, что оно действует только на перекрестках равнозначных дорог. В самом начале я это показал. Смотрите внимательно. Дальше. Поехали с вами смотреть прилегающие территории. Как же на них надо двигаться. Сейчас мы туда приедем и посмотрим. Так, ну и сейчас мы поговорим с вами о движении в прилегающей территории. Сейчас мы на нее свернем. Территория прилегающая выбрана это не случайно. Потому что вот именно здесь у нас, не у меня лично, у меня здесь никаких споров не возникает. У местных жителей возник спор, да, который в виде видео вылился в интернет, сперва в WhatsApp, потом на местном интернет-ресурсе ВКТ, в Джокер, да, он попал, где с пеной у рта водитель джипа спорил с дамой на филдере, что он, двигаясь по прилегающей территории, он там прав во 100 крат был, что она его должна была пропустить. Но я, наверное, сейчас этого водителя джипа огорчу по одной простой причине, потому что он не прав. Почему он не прав, сейчас мы поймем. Ну вот мы заедем сюда, куда заехал у нас водитель джипа. Посмотрим, что же это такое. Что мы с вами здесь видим? Мы видим здесь автостоянку, какую-то территорию торгового центра и прочее. Что же это такое вообще на самом деле? С точки зрения правил дорожного движения, ну давайте прибегнем опять же к помощи нашей замечательной книжки. Вот мы видим прилегающая территория. Это территория, непосредственно прилегающая к дороге, не предназначенная для сквозного движения транспортных средств, дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное. Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими правилами. А что за настоящие правила опять? Что это за настоящие правила? Да все очень просто. Все то же самое. Правило 8.9. Находясь в одинаковой ситуации, уступаем тому, кто движется с правой стороны. То есть, двигаясь по прилегающей территории, вот сейчас отсюда бы ехал автомобиль, я бы должен его был пропустить. Двигаясь по прилегающей территории, мы так же, как и в жилой зоне, потому что она тоже к ней же относится, на территории были бы на автостоянке, без разницы, да, где угодно, мы будем пропускать того, кто к нам приближается с правой стороны. Ну вот, приближаемся мы к стоянке, к этой. Сейчас, если отсюда будет выезжать автомобиль, то мы или отсюда, или оттуда, может быть, или вот сейчас и за ним поедет здесь машина, мы обязательно должны будем его пропустить. Раздел 8.9 у нас к радости к нашей никто не отменял, так что если бы произошло дорожно-транспортное происшествие, то в этой ситуации был бы виновником, скажем так, торжества, да, никто иной, как водитель как раз таки того внедорожника. Мадмуазель на филдере была права, так что не все блондинки одинаково
полезны, да, как в рекламе, не все йогурты одинаково полезны. То есть не все блондинки, есть девушки и женщины, которые прекрасно знают правила дорожного движения, и не надо вот предвзято к ним относиться, они довольно неплохо, как показывает практика, ими умеют пользоваться, и довольно неплохо многие из них ездят. Ну вот такой вот небольшой экскурс по нашему городу, небольшой вот такой экскурс по разделу 8.9 про помеху справа. Вот такой небольшой экскурс по дворам, жилым массивам, жилым территориям, автостоянкам и прочим, как по ним надо двигаться. Я думаю, надо, чтобы это видео увидело как можно больше людей, потому что в самом начале видео вы действительно наблюдали, как два автомобиля на Петровского, да, проехали и не выпустили автомобили, приближающиеся к ним с правой стороны, думая, что они находятся на главной. Повторюсь еще раз, раздел 8.9 работает при движении во дворах, на автостоянках, на вот прилегающих территориях. Нет у нас никаких в этой ситуации главных дорог на автостоянках, жилых там массивах, дворовых территориях. Все по помехе справа, все элементарно, все очень просто. Если что-то непонятно, вы прямо под видео оставляете свои комментарии с просьбой разобрать ту или иную ситуацию. Но по мере возможности, по мере появления свободного времени будем стараться разбирать все это дело. Ну и выкладывать на всеобщее обозрение, но только такое, что касается не только вас, да, одних, но желательно, чтобы это носило такой массовый характер, чтобы было интересно смотреть не только вам, но и всем остальным. Ну, всем спасибо за внимание, кто посмотрит это видео, замечательно. Обращайтесь, буду рад. Всем спасибо, всем пока, всем удачи, до новых встреч в эфире.